все в этом искусстве необычно. Начиная с того, что делаем, на чем делаем. Вода необычная, необычные краски, необычные инструменты, необычные техники, сам подход необычный. Человек как бы видит процесс, и он не понимает, как у него это все получается на глазах. Он понимает то, что происходит какое-то вот маленькое чудо. Эбру – древнее искусство рисования на воде. Название свое взяло из персидского языка эбри. Эбри переводится как облако. К нам в Крым сюда приехало оно из Турции, и в Турцию попало из Ирана. Все эбру раньше было, правило, классичным. Классика, она делится на свои подвиды. Первый вид – это хафиф эбру. Хафиф эбру – это самый древний стиль эбру. Именно по этому стилю эбру это искусство получило свое название. Оно напоминает облака. Наносится оно традиционно только одним видом красок, но разными тональностями. Именно этой техникой хафиф эбру раньше украшали религиозные книги. Это мы можем увидеть на форзацах этих книг, очень древних книг, они находятся в музеях, в турецких музеях. И, кстати, вот в музее Текия Дерешей можете посмотреть форзац религиозной книги, он оформлен именно вот этой техникой хафиф эбру. Кроме того, этой техникой раньше в Турецкой империи украшали государственные документы. Эбру раньше считалось как по праву какой-то частью религии. Мастер – это был человек глубоко религиозный, тот, который стремился к довольству Всевышнего. И первое качество, которое он пытался определить в ученике, в подмастерье, перед тем, как взять его к себе, это его набожность. Техники рисования были исключительно неодушевленного. Это сейчас, если посмотреть, набрать в интернете, можно увидеть то, что в эбру рисуют что-то такое. И собачек, и кошек, и людей, и лица. Эбру традиционно классично, в нем рисуется то, в чем нет души. Эбру также используется как арт-терапия, как искусство, которое позволяет помочь человеку найти душевное спокойствие, умиротворение, получить осознанность, то есть научиться мыслями находиться именно здесь и сейчас. То есть это великое искусство. В эбру мне нравятся это эмоции, которые получаешь сам, и эмоции, которыми ты можешь зарядиться, приобщая к этому искусству других людей. Особенно детей, их вот это вау, когда они видят, как у них получается, вот эта энергетика, которая исходит от них, ну, это вот трудно с чем-то сопоставить и на что-то променять. В эбру есть негласные правила. Одно из этих правил – это подходи к эбру только с хорошим настроением. Правило другое – это то, что пойми тот факт, что бы ты ни сделал, все это является творением Всевышнего. Да, а ты являешься только как частичкой какой-то причиной. Та картина, которую ты получишь, в итоге она получится только такой, как будет угодно Всевышнему. Да, и если ты это осознаешь и попросишь Господа нарисовать что-то очень красивое, у тебя это обязательно получится.
Мотиватор в жизни для меня, на мой взгляд, это осознанность. То есть это осознание того, что ты сейчас есть, и скоро тебя не будет. Сколько бы ты ни прожил, тебя не будет. И мотивация – это то, чтобы прожить тот срок, который тебя наделил Всевышним, с пользой для себя, для своей религии, для общества, для людей, которые тебя окружают. У меня есть 3 жизненных девиза. Первый – это сначала узнай, потом сделай. Второе – это если делаешь, то делай это хорошо. И третье – делай то, что можно делать сейчас, не откладывай это на завтра.